В кругу семьи Хамхоевых часто говорят о войне, или скорее о человеке, который когда-то смотрел в небо, мечтая видеть его мирным. Говорят о нем с улыбкой на губах и с дрожью в голосе. Хусен Хамхоев был призван на военную службу в Красную армию в феврале 40-го. Служил в 599-м стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии, что сражалась с врагом под Смоленском и Ярославлем. Почти весь военный путь Хусена расписан в этих документах. Орден Отечественной войны второй степени, медаль партизанов войны, медаль Жукова. В документах Хамхоева и справка Белорусского штаба партизанского движения, которая гласит: в боях за советскую родину партизан Хамхоев Хусен Мусаевич был тяжело ранен 2 ноября 1943 года. Ши темцен дабуд жмхлвир латыш мастахчо латыш так икки захуны тwadл хат ян тик ас хахачу захун $1 яр зи хат ялч маркашин кисен китер топел акма хензерсон яларцу. Часть дивизии была отрезана и оказалась на захваченной территории. В числе групп, выходивших из окружения, был и Хусен Хамхоев. Вырвавшись из вражеского кольца, группа влилась в партизанский отряд номер 8, действовавший в Витебской области. В июле 1944 года бригада, в которой воевал Хусен Хамхоев, воссоединяется с Красной армией. С 8 августа 1944 по 11 марта 1945 он служил бойцом истребительского батальона при Молоденческом РО НКВД. В составе Красной армии воевал до конца войны, демобилизован лишь в 1946 году. После войны Хусен Хамхоев долго искал семью, как ему казалось на тот момент, в огромном Казахстане. Тем временем братья, сестры, родители молились о возвращении Хусена. Семья воссоединилась лишь в 1947-м. Каким же счастливым оно тогда было. Лидия Хамхоева, племянница Хусена, редкие истории своего дяди записывала в отдельную тетрадь, об утрате которой жалеет до сих пор. В юности Лидия танцевала и пела в ансамбле. Ее частым слушателем был дядя Хусен. Они все за столом вокруг сели, а я становлюсь вот так на краю стола и пою ему песню: по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боя взять Приморье белой армии оплот. Он такой довольный был. Потом он говорит: Лида, спой мне Катюшу песню. Ладно, говорю, Катюшу спою. Вот ему это нравилось всегда. После возвращения из Казахстана на историческую родину Хусен Хамхоев поселился в Тихом Яндаре. Одна из улиц села названа в его честь. Символично, что ее пересекает улица Свободы, той, что была отвоевана у врага. Какой ценой вспоминать фронтовики обычно не любят. Еще до войны Хусен Хамхоев посвятил себя педагогическому поприщу. После школы он окончил аграрный техникум, поступил на рабфак во Владикавказ, а затем окончил дополнительные учительские курсы. До военные годы работал учителем в селе Ахкиюрт, а после в Яндаре. Хасан Султыгов отлично помнит, как перед 7-летними ребятишками появился их первый учитель. Он до сих пор зовет его по имени-отчеству. Хасан пошел по стопам своего учителя и сам теперь преподает историю и обществознание. В их школьной библиотеке хранятся копии документальных материалов о партизане. Не в военном мундире, а в окружении своих учеников. В последующем я узнал, что этот человек обладает таким характером и такой силой воли, что он сумеет повести себя должным образом и на школьном уроке, и на фронтах войны. За многолетний преподавательский труд человек войны пытался вложить в будущее поколение, пожалуй, самое важное, что должно быть в человеке. Ушел из жизни ветеран 11 лет назад. Это была плеяда людей, которая испытала на себе все тяготы жизни. Это были люди, которые знали цену добру и злу. Главное, чему они учили различать, видеть грань. Ярдикдану, ермудану. Урнят води и раздолжбаха, урнят валю, диазвану.
вот эту заповедь началась. Конечно же. И при этом это были люди, которые не очерствели душой. Для них Родина это было настоящее понятие. Лейла Гайсанова, Залина Магушкова, Адам Далаков. Новости 24.